уважаемые участники совещания, приветствую вас в Актемском наследии, родине первого всенародно избранного президента Республики Саха. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые участники совещания, позвольте представить вашему вниманию проект программы СЛО среднего достатка как основа устойчивого развития Республики Саха. Давайте сегодняшнюю картину. С точки зрения семейной экономики, расскажите. Сегодня что положено? Как видно из слайда, в Актемском наследии проживает 2976 человек. Трудоспособное население наследия составляет 1465 человек. В центре занятости зарегистрировано 39 человек. Это составляет около 2,7% трудоспособного населения. И, к сожалению, постоянно место работы в настоящее время не имеют 82 человека, которые работают по временным договорам гражданско-правового характера. Общее количество семей составляет 850 семей, в том числе малоимущих, это в основном многодетные семьи, составляет 16,8%. Состояние, нужно все равно изучить состояние аграрного сектора наследия. Общая площадь земель сельхозназначения составляет 9576 гектаров. Сенокосные угодья в большом процентном соотношении доля принадлежит личным подсобным хозяйствам, а крестьянские и фермерские хозяйства занимают 41%. Пашенные угодья составляют 316 га у нас занимает наш Актемский филиал практического государственного аграрного университета, и основная часть принадлежит местным фермерским хозяйствам. Ну и, конечно же, имеется залежи, в основном это пашенные угодья, а сенокосные угодья полностью распределены между личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В прошлом году на софинансирование устной программы развития семейной экономики сельскохозяйства было софинансировано из бюджета муниципалитета 300 тысяч рублей. Скороспелыми отраслями живностью в настоящее время владеет имеется 423 головы поголовья плодных сушек, 27 голов поросят, 18 голов коз и другой скороспелой отрасли. Ну и, конечно, возникает большой вопрос, как поднять уровень жизни в селе и достичь каждым жителям наследия среднего уровня дохода, равного как минимум 2 минимальных размеров оплаты труда. Ну, нам кажется, что у нас имеются все ресурсы нашего наследия, такие как наличие образовательных учреждений, бюджетных организаций, ну и, конечно же, интеллектуальный потенциал наших организаций, нашего населения, жителей наследия можно использовать для дальнейшего развития нашего наследия. И нами разработан проект, который направлен на достижение среднего уровня достатка всех жителей Актемского наследия не менее 2 минимальных размеров оплат к 2027 году. Достижение среднего достатка может быть реализовано при сочетании роста инвестиций и предпринимательской активности нашего наследия на основе создания новых рабочих мест и, конечно же, повышения потенциала внутреннего ресурса каждого жителя наследия. Для этого нам необходимо развивать действенную систему поддержки экономической активности жителей села, создать агротехнологическую территорию опережающего развития на территории долины Иртяни, Хангаласского Удуса и, конечно же, всемирно повышать предпринимательскую активность
на основе внутреннего потенциала и ресурсов каждого жителя населения. Структурно предлагаемый нами проект состоит в следующих направлениях. Первое – это агротехнологическая территория, опережающее развитие на территории долины Актян Амгаласского области. Второе – это бизнес-школа. Третье – ребрендинг сельскохозяйственно-потребительской кооператива. И четвертое – проект, реализация проекта «Умное село». Первое направление – это создание агротехнологической территории, опережающего развития агротор. Территория с особым правовым, это территория с особым правовым режимом, предлагающая ряд налоговых льгот и административных преференций, согласно федерального закона номер 473 о территориях, опережающих социально-экономическое развитие в Российской Федерации. Данное направление направлено на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и обеспечения ускоренного социально-экономического развития, разработку и внедрение инновационных агротехнологий, обеспечение участия в грантовых программах, направленных на комплексное развитие сельских территорий. На данный момент участниками ТОР уже могут являться наши местные предприниматели и активные участники семейной экономики о технопарке «Тридолина» с проектом универсальной энергоустановки «Переказ». ООО «Механо-химические биотехнологии» с проектом разработка, производства и реализация кадров на местном сырье. Предлагаются проектные направления. Усадьба Тыгына, направленное на сохранение культурной идентичности народа, ознакомление с материальной и духовной культурой коренных народов и поддержка традиционных сельскохозяйственных народов Якутии. Ну и, конечно, второе направление – это образовательное направление, создание бизнес-школы, направленное на стимулирование инноваций, основанных на технологиях, знаниях и экономическом росте, поиск, изучение и адаптация перспективных методов и направлений для предпринимательской деятельности и разработка рекомендаций по внедрению. Здесь уместно отметить наш успешный опыт в Актянском наследии по разработке инновационных инструментов экономического роста на основе модели микрокредитования Нобелевского лауреата Юнуса Мухаммада, реализованной некоммерческой организацией международных бизнес-хаб под руководством Алексеевой Марины Петровны. Третье проектное направление «Умное село», которое подразумевает разработку мастер-плана Актянского наследия на основе переосмысления значения японской усадьбы совместно с жителями наследия с учетом ключевых трендов современного развития мировой ландшафтной архитектуры и новых экономических возможностей. Это реализация таких направлений, как комфортная среда, благоустройство территории, развитие усадебного хозяйства и, конечно же, наличие полного спектра социально-бытовых услуг международного стандарта. Четвертое направление – усадебное хозяйство, направлено на обеспечение продовольственной безопасности, поддержку и стимулирование перспективных направлений семейной экономики, а через создание проектного бюро по разработке семейных мини-ферм скоростевых отраслей и семейных мини-теплиц круглогодичного действия. Это в каждом наследии. Здесь мы будем опираться на разработки Актянского филиала АГТУ и создаваемого института северного земледелия. Пятое направление – это ребрендинг и создание нового сельскохозяйственного кооператива, который будет представлять собой центр ситуационного управления, направленный на разработку, поддержку и тиражирование лучших агротехнологических мировых практик. Нам кажется, что для реализации данного проекта село средняя достатка как основа устойчивого развития Республики Саха-Якутия в нашем наследии имеются все возможности. Во-первых, конечно же, это мощная образовательная площадка Малой академии наук Республики Саха-Якутия, Актянского филиала Арктического государственного агротехнологического университета, Актянского научного образовательного центра и Актянской агротехнологической школы имени Шадрина. Второе – это наличие в Актянском наследии развитой инженерной инфраструктуры. И, конечно же, наличие в нашем наследии земельных ресурсов – это самое главное, которые
расположена в одном из центральных районов нашей республики, с прекрасной и живописной природой. И, конечно же, реализация всех этих направлений возможна только объединив все наши общие усилия, знания, опыт и, конечно же, наши финансовые возможности для повышения качества жизни в селе, повышения качества жизни наших жителей на селах возможно только при достижении роста среднего дохода каждого жителя села на основе развития потенциала самого человека, подъема семейной экономики и создания качественной современной инфраструктуры. Спасибо за внимание. Пожалуйста, пожалуйста. Да, вот я хотел Александру Николаевичу задать вопрос характера такого. Вот смотрите, у вас сегодня есть и Академия наук, и вообще я считаю, что район вообще обеспечен всеми видами обеспечения там, городского, что можно вообще быть уникальным и передовым районом. Хотел спросить, вот у нас сейчас проводятся гранты на агростартап. Сколько у вас сегодня подались и выиграли эти гранты? Один грант у нас победил. Это развитие семейных ферм, семейных хозяйств. У нас индивидуальный предприниматель Петрова Розалия Романовна, участвуя в конкурсе, получила грант 10 миллионов рублей. Развитие как это Николаевич, это очень мало. Вот смотри, ты имеешь такую инфраструктуру, поддержку огромную, ты должен был 90% взять грантов. Потому что у тебя, посмотри, какая тут научная база, какие у тебя здесь, тебе написать могли бы такие вещи и разработать, которые мы просто бы, наверное, вся комиссия должна была аплодировать. Понимаешь, ни в каком УЛУСе такого нету, что ты сегодня имеешь. А вот ты один всего лишь грант. Ну, итоги агростартапа еще не озвучены еще. Ну, второе, это по агростартапу. Хорошо, есть, понял. Скажите, пожалуйста, ты который год работаешь? В этом году 10 год. 10. Вот, в семейной экономике что ты делал? То, что люди делали, не надо говорить, так? А вот сам лично, как глава, что сделал? Ну, самый наш главный ресурс – это, конечно, выделение помощи нашим крестьянским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам. Я же прочитал же ведь, что вы будете делать. Вот в законе. Что есть для этого? Наша самая главная поддержка – это выделение земельных ресурсов, сенокосов, Это личных подсобных хозяйств. Это не ваше, это система, это государственная политика. А вот то, что вот как исполнитель закона по семейной экономике за 10 лет, что сделал? Ну, исходя из наших возможностей, нашего, конечно, небольшого бюджета, мы каждый год все равно стараемся выделять на... Подожди, не только бюджета, а систему создать надо. Эти системы были привязаны и в УЛУС, и республика, и министерство, ведомство. И это, если вы говорите, как жалко, там 5 миллионов выделили из бюджета, вы говорите, мы семейной экономике вот, помогаем. Не это имеется в виду. Вот что сделали вот лично вы как глава? За 10 лет. Подсказываю, семена купил, закупочную какую-нибудь сделал для людей, там, скороспело или еще что-нибудь такое вот. Да, хорошо. По финансированию нашей устной программы. Да, хорошо. Сейчас в каком состоянии доходность семьи? Сколько средний доход? Средний доход 650 у вас, да, семьи? 857. А? 857. 850. Вот средняя доходность какая семьи? Ну, средняя зарплата
доход каждого работающего человека 37 тысяч. Нет, доход до семьи. Доход, сложите все это. Ну, это Попов, сколько? это очень Сколько? сложная форма. 37 140 рублей по справке статистики. Да? Вот 37 тысяч. Средняя семья у вас 4 человека. Вот разделить на 4. 37 тысяч. Если средняя зарплата 37 тысяч, это Причем тут средняя зарплата, один получает зарплату, да? А трое иждивенцы. ну, это при неполной семье получается 3. А при полной семье это уже Ну хорошо, но в среднем-то 37 тысяч семья получает доход. при средней зарплате получается Причем 70 тут средняя зарплата, доход, это все включается, не только зарплата. полная семья получается свыше около 70 тысяч получается. Да, Если с учетом реализации собственной да, конечно. часов продукции, там, огородничества продукции, Да. ну, большинство имеется лошади. Хорошо, что Некоторые- делает товарищ Попов? Вы говорите 37, он говорит 70. Ну, данные, не знаю, откуда данные такие, брались 37 тысяч. Если Ну, минимальный размер оплаты труда у нас составляет около 30 тысяч рублей, как может быть, что доход семьи, полной семьи. Слушайте, Поэтому надо считать, папа, мама, они зарабатывают где-то около 37 тысяч. На 2 умножить, это около 70. И состав семьи от 4 человек там и более. Поэтому где-то средний, если говорить о доходности всей семьи на члена, правильно Михаил Ефимович говорит, разделить просто надо 70 тысяч от состава семьи. Ну, прожиточный минимум получается. вот вы с каждой семьей должны работать. У вас амбарная книга положена каждому муниципалитете. Все, плюс, минус, все вносится. Но все же 37 или 70 доходность семьи. Около 70. 70. Ну разделите на 4. Ну, Сколько получается? ну, чуть-чуть выше прожиточного минимума. А прожиточный у вас сколько? 18 тысяч. Вот так. Вот На результат. каждого. Результат вашей 10-летней работы. Нормально. Так, кто исполнитель? Вы подобрали людей вот, по тем направлениям, о которых вы рассказали? Кто будет возглавлять? Ну, по докладу у нас уже имеется президент. Ну кто, расскажите. У нас уже давно работает технопарк Ахтунской лице, мы еще лет еще 5 назад, наверное. В 2014 году мы тоже инициировали создание агротехнопарка. Уже в это время у нас Где? было, Где агротехнопарк? Где? но, к сожалению, он не реализовался, но резидентов мы все равно знаем, которые могут уже Еще кого нашли? Так. ну, в основном это наши земляки, которые работают в Якутске, которые могут. Имена, отчества имеют же. Ну, сейчас нам пока рано так сразу. Вы создали комиссию. Так ведь? Да. Всё. Так. Да, все. Наследие работает комиссия. Подожди, год тому назад. Да. И что делали? Ну, по разработке нашего проекта Садитесь. очень большую помощь оказали. Вот в качестве примера товарищ Большаков ваше имя назвал. Что за это микрокредитование у вас? Какой объем, кому даете, какой эффект? Добрый день, уважаемые участники совещания. Уважаемый Михаил Юрьевич, вот как раз наш проект «Международная бизнес-сада» получается именно на основе технологии, предложенной Нобелевским лауреатом Юнусом Мухаммадом.
Это предприниматели и начинающие предприниматели, безработные объединяются в одну группу. Здесь у нас был пилотный проект 5 предпринимателей. Все они прошли через данный проект, и основное отличие получается вот именно деньги. Мы написали проект, выиграли грант муниципального образования Контрастплюс в размере 500 тысяч. И на эти гранты мы создали пилотный проект, в котором принимали участие 3 предпринимателя и 2 безработных. И вот они объединялись, и эти деньги работали на 3 группы. И получается, вот как раз это действующая схема. И на эти грантовые деньги было развито, создано фермерское хозяйство Филипповой Розалии Романовны, 30 километров. И основные отличия, вот как раз мы инициировали использование современных технологий. И она одним из первых фермеров в определенном участке в фермерском хозяйстве, она провела электрификацию на основе использования солнечной батареи. Также это молодые предприниматели. Получается, вот именно как раз эти небольшие деньги, они помогли стать на ноги, и если ежегодно каждый человек использует эти деньги, это получается, если грантовые деньги, они не контролируемы, то эти деньги будут внутри группы. И каждый участник проекта имеет право получать. Сколько лет работает? Мы создали в 2012 году. Успешно этот проект у нас проработал до 2016 года. Сама я лично руководила этим проектом. И если это только микрокредитная группа, но также мы занимались образовательной деятельностью и прошли обучение у нас начинающих предпринимателей через центр занятости. Сейчас работаете? Сейчас нет. Но лицензии есть. И готовы, конечно, найти человека, потому что это действующий сестрет, который помогает простому человеку. И вот как раз, когда мы обсуждали, работали над программой, вот именно в образовательной части мы опирались на этот опыт. Если? Да. Не вопрос к вам. Мне просто вот еще раз. Не к вам. Вот смотрите, вот в действительности правильно сегодня Михаил Ефимович выстраивает систему вопросов, то есть встряхивания всех чиновников. Вот смотрите, у нас государственная система работает каким образом? Вот у нас УЛУС основной, который беспокоится о жизни, деятельности людей, тех же семей, находящихся на территории своей. Соответственно, ячейка наследия, который более ближе и плотнее находится к людям. То есть руководитель этого наследия, он должен более четче знать, что у него происходит, откуда у него рождаются деньги, как живут люди, что для этого нужно сделать, чтобы создать эту экономику и дружно двигаться в освоении и развитии. И вот эта вот вся пирамида, она доходит до государства, до президента страны. Понимаете, то есть республика дальше вопрос, что делать, чтобы тот же наследник что-то получил и так далее. И вот это, да, я понимаю, вот это вот сегодня там ковидные какие-то были вещи, там все увлекались там выживанием, грубо говоря, создавали условия выжить после всех этих бактерий. Но сегодня нам надо повернуться к людям и стать более защищенным, создать систему защиты. Вы видите, мир меняется очень серьезно. На пороге огромный голод у многих стоит. Мы здесь тоже далеко не ушли. У нас все завозное. Поэтому всю систему мы должны настолько сегодня вникнуть. А вот эта ячейка семейная, она сегодня даст возможность выжить. Если у них будет хозяйство у этой семьи,
то, соответственно, мы выживем и дальше будем двигаться. Поэтому вопрос настолько правильный и настолько сегодня актуальный, потому что все должны сегодня четко понимать, чиновники, которые вот эту всю вертикаль соблюдают и занимают, что он делает, какие он средства. Не просто он же ходит сеятелем денег, кидает деньги, все собирают, и что? Вот это вот сеяние денег приводит к тому, что люди ленятся. И не все будут ждать, когда же очередной тут сеятель будет кидать. Просеяли, и потом все сидим, ждем, ага, травы нету, этого нету, давайте траву будем везти, черт знает откуда. Никто не хочет косой работать, только механизированно все хотят. Травы-то у нас очень много. Мы, посмотрите, миллиард потратили, из Бурятии и Амурки привезли сено. Ну да, бог с ним. Вывезли миллиард отсюда, вместо того, чтобы дать своим заработать. Потом правильно Михаил Ефимович ставит вопрос, что сделали, как сделали. И вот мы просеяли эти деньги, до семьи дошло в виде там, что не семья заработала эти деньги. Да, мы помогли семье, привезли сено. Но можно было по-другому помочь. Если бы те же наследие и все остальные выстроили правильную систему уборки и сказали, что мне сегодня не дайте на деньги, а дайте мне на механизацию, или там купите там то-то, или дайте мне машины там, и так далее, для того, чтобы я семье завез и поставил. То есть вы ближе всего находитесь к людям, и вы должны знать, что у людей сегодня происходит, что им надо дать. А дальше пошла вертикаль.